Ни одна река свою воду сам не пьет. Ни одно дерево свои плоды сам не кушает. Солнце не светится и свою теплоту сам не использует. И ни один цветок свой аромат сам не использует. Живите ради других. Служите народу. Служите Богу. Через тот талант, который Бог давал, служите людям, приближайтесь к Богу. Служение. Нету высшей цели, чем служение. Человек, который только работает, чтобы себя живет кормить, или своих детей обеспечить, или только дом построить, машину купить, он забыл, что такое быть человеком. Жить ради других – это естественный закон, требование жизни. Дайте все то, что у вас есть другим. Все свой талант. Все, что у вас есть, поделитесь. Тогда смерть слабо перед вами. Не то, что чья-то критика, не то, что чья-то барьер. Даже вы победите смерть. Смерть не может отнимать от вас доброе дело. Смерть не может отнимать у вас то деяние, которое вы делаете. Делите своей любовью, делите своим временем, делите своей мудростью, делите все то, что у вас есть в этом мире. Только тогда выйдешь за пределы рамка нужды. И ты станешь по-настоящему богатым, по-настоящему мудрым, по-настоящему успешным. Я бы пожелал каждому, кто сегодня слышит меня, чтобы ты жил как цветок. Если ты понял эту ценность, эту философию, о которой я говорил, ты будешь красиво жить, как цветок. Ты будешь, как солнце, всегда светиться. Руками солнце не закрываешь. Будут у тебя люди, которые тебя будут критиковать. Будут люди, которые тебя будут обсуждать. Будут люди, которые сомневаются в твои слова. Но ты будешь светиться и светиться. Будешь всегда на высоте. Потому что ты истину говоришь. И всегда, как река, ты будешь несущей жизни. И это прекрасная жизнь. Счастливая жизнь. Это надо просто понять и делать. Я думаю, что для понимающего человека то, что я говорил, это такой урок. Понимаете?